Плановые показатели 2025 года выполнены, поставленные задачи успешно решены. Обеспечена стабильность работы таможенных органов в условиях сложной внешней обстановки. Председатель ГТК Отар Хеци выразил благодарность всему личному составу за высокий профессионализм, преданность делу и ответственность. Так, за отчетный период контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на уровне 108%. При плане в 4 миллиарда 501 миллион рублей фактические поступления составили 4 миллиарда 537 миллионов рублей. Внешнеторговый оборот по импорту в 2025 году демонстрирует положительную динамику при сохранении ключевой роли Российской Федерации как основного торгово-экономического партнера. Наряду с выполнением фискальной функции особое внимание в 2025 году уделялось правоохранительной деятельности. По итогам 2025 года в республиканский бюджет было направлено более 8,5 миллионов рублей административных штрафов, что отражает рост почти на 60% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году объем внешней торговли республики составил 60 миллиардов 490,5 миллионов. Из них объем экспорта 8 миллиардов 43 миллиона рублей, импорта 48 миллиардов 114 миллионов. Сальдо торгового баланса республики сложилось в размере 44,4 миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя ГТК Темир Дгебя. Таможенная пошлина от импорта товара 1 миллиард 6,2 миллиона рублей. Таможенная пошлина от экспорта товаров 21,6 миллионов рублей. Таможенный сбор от импорта товаров 528 миллионов рублей. Таможенный сбор от экспорта товаров 57,5 миллионов рублей. Акцизный налог 288 миллионов рублей. Сбор за выдачу акцизных марок 34,8 миллионов рублей. Налог на добавленную стоимость 2 миллиарда 582 миллиона рублей. Прочие платежи, штрафы и пени 19,4 миллиона рублей. В сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года сумма начисления таможенных платежей в 2025 году увеличилась на 367,5 миллиона рублей. Объем грузоперевозок морским транспортом в 2025 году составил 5 миллиардов 145 миллионов рублей, железнодорожным 8 миллиардов 296 миллионов, автомобильным 46 миллиардов 633 миллиона рублей, воздушным 417 миллионов. Перемещение товаров воздушным транспортом для Республики Абхазия является новым направлением, связанным с возобновлением работы международного аэропорта Сухум имени Ардзинба. За отчетный период воздушным транспортом было совершено 604 рейса. Количество пассажиров воздушного транспорта в 2025 году составило 126 483 человека. Главным торговым партнером Абхазии остается Россия. На втором месте – Турция. В 2025 году правоохранительными подразделениями ГТК зафиксировано 256 административных правонарушений, а в 2024 году – 206. Объектами нарушения таможенных правил и изъятые как незаконно ввезенные на таможенную территорию нашей страны и при попытке вывоза за пределы Абхазии различными способами являются такие товары, как табачные изделия в количестве 30 119 пачек, алкогольная продукция, 1052 бутылки разной емкости, минеральная вода и газированные напитки, произведенные в Грузии в количестве 340 бутылок, препараты сельхозназначения с грузинской маркировкой общим объемом 32 литра, оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 518 единиц, комплектующие к данному оборудованию 121 единица, различные промышленные товары 3677 единиц, медицинские препараты, в том числе с маркировкой на грузинском языке в количестве 451 упаковки. Завершена подготовка проекта соглашения о сотрудничестве с Таможенным комитетом Южной Осетии. Сотрудничество с ФТС России улучшило пропускную способность МАП «Адлер». С 1 января 2025 года вступил в силу новый таможенный кодекс Республики Абхазия. Его применение позволило упростить порядок совершения таможенных операций, повысить прозрачность процедур и обеспечить более высокий уровень правовой определенности. Его внедрение позволило приблизить порядок совершения таможенных формальностей к общепринятым мировым стандартам,
что, безусловно, положительно повлияло на инвестиционный климат страны и условия ведения внешнеэкономической деятельности. Премьер-министр Владимир Дылба поблагодарил коллектив ГТК за преданность своему делу и профессионализм. Выполнение планового задания позволило обеспечить стабильность всех государственных расходов. От выплаты заработных плат и социальных пособий до поддержки субъектов предпринимательства. Мы все прекрасно понимаем, что обеспечение суверенности своей должно соблюдаться с помощью регуляторов, которые должны находиться и приниматься в Республике Абхазия. Сегодня мы уже об этом стали говорить, о том, что нужно как можно быстрее осуществлять анализ, и правоприменительная практика нам это подсказывает, мониторинг ставок таможенных платежей, таможенных пошлин, таможенных сборов. И уже сегодня есть предложения, поступившие в правительство от Государственного таможенного комитета, от финансового ведомства, от экономического ведомства нашей страны, предложения по изменению отдельных размеров ставок. И в этой связи хотел бы сразу сказать о том, что здесь надо найти гармоничный такой баланс, соблюдая в том числе и интересы участников внешнеэкономической деятельности и с одной стороны, и с другой стороны, обеспечивая стабильность поступления средств в республиканский бюджет. В рамках заседания был утвержден план работы на 2026 год. Главная задача – обеспечить выполнение плана по сбору таможенных платежей в размере 4 миллиардов 515 миллионов рублей. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.